Здравствуйте, с вами журналист Жилнин Олег, телеканал Округ ТВ. Сегодня я расскажу о том случае, который начался с апреля месяца, когда жильцы Дзержинского дома по адресу город Якутск, Дзержинского 8/2 были возмущены начислениями за перерасчетом за тепло за 2021 год. Суть обращения была в прокуратуру, УГРЖН, Управление Горжилнадзора и другие инстанции в том, что квитанции были непонятными, и за что начислено тоже было непонятно. На сегодняшний день проверка еще не завершилась, Управление Горжилнадзора. Добивались мы ее долго по одной простой причине. Оказывается, все проверки запрещены малому и среднему бизнесу. Я только понять не могу, как ресурсники в это попали. Ну, суть состоит в том, что проверка еще не завершена, но предварительная встреча с ПАО ДЭК и Якутскэнергосбыт уже была. В принципе, они объясняли, как они начисляли, почему так. Я считаю, что пройдет эта проверка, придут результаты, вопросы там есть. И после этого уже будет понятно, что будем делать. Но на самом деле управление Якутскэнергосбыта уже свою точку зрения высказало. Если вы не согласны, идите в суд. Поэтому думаю, что нам еще предстоит долгая работа. Была создана рабочая комиссия при Якутской городской думе. Но в принципе суть состояла обращения жильцов не в том, что там что-то в принципе неправильно, может быть правильно, может неправильно, а отношение к ресурсникам, к собственникам жилья, которые платят свои деньги за эти ресурсы. И почему ресурсники позволяют себе писать квитанции, не пойми что и непонятно что и за что и зачем. Мы имели право обратиться и узнать, что же это такое. За что мы платим, по каким законам. И на сегодняшний день кое-что добились, кое-что не добились. Но самое главное, дом этот Дзержинского 8/2, ему много лет, он 76-го года постройки, и считайте, здесь ни разу не было капремонта. И благодаря фонду капремонта Якутии, наконец-то здесь начался капремонт. И он достаточно действительно капитальный. Сейчас идет замена труб канализации, отопления, будет замена проводов в подъезде. До 2024 года будет производиться ремонт. Еще фасад и крыша, укрепление фундамента. И в принципе жильцы одной части довольны. Конечно, следующий этап, как это будет распределяться, начисляться за тепло по закону Российской Федерации, это все понятно. Но основная проблема жильцов была, что дом старый, платить за тепло, естественно, приходится в больших масштабах. Но на сегодняшний день начался капремонт. Его хотят закончить в сентябре, так грубо скажу, да. И уже провелось 4 подъездов, проходит замена стояков. И кстати, по желанию жильцов, если они хотят, и замена самих труб, это уже там, я имею в виду радиаторов. Потом будет замена канализации, она здесь в очень плохом состоянии. И главное, что будет укрепляться фундамент и тех этажей, где провалились плиты, вот до такой степени. Соответственно, потом в следующем году уже будет фасад, утепление швов. То есть как-то это благодаря фонду капремонта, который должен быть, ремонта давно должен был быть произведен. Но тем не менее, сейчас мы рады тому, что происходит. И я немного расскажу, что здесь происходит. Оказывается, очень большая проблема у фонда капремонта только в одном. Это подрядчика. Найти, и чтобы они сделали качественный ремонт. Сейчас мы пройдем в 4-й подъезд и увидим воочию, как это делается. Кстати говоря, нам сказали, что когда заменят там фундамент, здесь... Вот мы находимся в одном из подъездов дома.
Собрание проходило совместно с управляющей компанией. Видите, эти их будут менять. Вот эту проводку тоже будут менять. ПАО поменяла, поставила новые счетчики. Насколько это все правильно, я не знаю. Ну, имеется в виду. Посмотрите, какие сопли. Хотелось бы, чтобы и обратили внимание. Будут изменены, кстати говоря, вот бытовые, по крайней мере, обещают. Как работает бригада. Вот смотрите, идут, даже идет замена радиаторов. Надо, конечно, спросить разрешение. И сразу они красят. Вот так происходит замена. Вот так сейчас здесь вот труба идет туда что-то, да, краны, да, чтобы можно менять. Ага. То есть можно любую. Понятно. И так в каждой комнате. Вот туда я не буду. Вот смотрите, прямо среди. Идет замена. Это стояки у нас меняют, правильно? Да, стояки меняют. А обязательно вот эти краны, которые там ставятся, чтобы поставить любой радиатор, это ставите вы как подрядчики, да? Ну да, мы ставим. Да. То есть я могу другой радиатор поставить впоследствии? Можете, ага. Понятно. Насколько хорошо вас встретили жильцы дома, а? Хорошо встречаем. С пониманием, да? За пониманием, Спасибо. Ну вот так идет ремонт. Ну, честно скажу, за неделю, да, уже 4-й подъезд. Или Да. меньше недели практически. Меньше недели, наверное. Ну, за неделю где-то. За неделю, да? И планируете закончить, и потом опрессовка пойдет, или дальше будете менять, я имею в виду другие стейки. Это кухня, да, и туалет останется. Ну да. Туалет и кухня. А можно спросить, а вы кто? Спасибо.